Уже много раз говорили, признать движение талибов. Это нам выгодно сегодня. Продолжаем поддерживать тех, кого вышвырнули с Афганистана. Тратим на это силы и время. А потом там начнется война. И мы же будем говорить, как это все случилось. Он не останавливается в своих предсказаниях. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Жириновский предрек крах республикам Центральной Азии. Про Афганистан я сказал еще 97-й год, 98-й, 2000-й. Раз 5 я говорил, нам придется признать правительство талибов. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. То же самое и делают сегодня те, кто пытаются под видом терроризма свергнуть режим талибов. Я вас смею уверить, что режим этот будет существовать. Сегодня нас сами обманывают, что это плохой режим. Страшная мясорубка в Средней Азии. Российский депутат, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале дал прогноз по политической ситуации на Востоке к 2030 году. Политик предположил, что из-за захвата власти талибами и государственной нестабильности Афганистан объединится с Пакистаном в одну страну. Я бы советовал, я сам оттуда, мои земляки, не надо ждать, когда будет большое обострение и, возможно, даже какие-то столкновения. Переезжайте в Россию. Жириновский отметил, что растущее число беженцев приведет к затяжной гражданской войне на всей территории Центральной Азии. Там появятся свои беженцы, которые устремятся дальше на север, но Россия не будет пропускать никого на свою территорию, ни через территорию на запад в Европу, заявил депутат. Политик добавил, что из-за наплыва беженцев и гражданской войны страны Центральной Азии к 2030 году окажутся в бедственном положении и будут просить принять их территории в состав России, чтобы обеспечить безопасность. Однако, как считает Жириновский, Россия будет принимать выжидательную позицию, признавая ряд новых государств, образующихся из-за дробления существующих стран. Также Российская Федерация не будет принимать в свой состав новые территории из-за необходимости принятия огромных потоков беженцев и подъема разрушенной экономики и инфраструктуры на новых территориях. Как вы относитесь к такому прогнозу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В частности, такой прогноз подтверждает и Эмомали Рахмон, ведь президент Таджикистана заявил, что текущая ситуация в Афганистане уже чревата возникновением гражданской войны. Игнорирование международным сообществом нынешней ситуации в Афганистане может привести к затяжной гражданской войне, говорится в сообщении. Президент подчеркнул, что сложная ситуация, сложившаяся в Афганистане, является проблемой не только народа этой страны, но и одним из самых острых региональных и глобальных вопросов. Таджикистан призывает международное сообщество принять срочные меры путем переговоров для обеспечения мира и стабильности в Афганистане. А Организация Объединенных Наций должна сыграть ключевую роль в продвижении этого процесса. Что касается прихода к власти движения «Талибан», то в Таджикистане заявили, что не признают правительство, которое будет сформировано путем угнетения афганского народа. Президент добавил, что государственное устройство в соседней стране важно определять путем референдума и с учетом позиции всех национальных меньшинств. Вы согласны с Рахмоном? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!